Маленькая Виталина Слепцова очень игривый и веселый ребенок, который обожает танцевать и собирать кубики. С виду она ничем не отличается от обычных детей, может только выглядит более хрупкой. Но она маленькая героиня, которая в свои 2 года и 8 месяцев пережила то, что не смог бы и взрослый человек. У девочки врачи обнаружили редкое заболевание – бульбарный паралич. У Виталины с рождения отсутствует рефлекс глотания, то есть девочка самостоятельно питаться не может. Вот наша гастростома. Привет. Так мы получаем водичку, питание, все через эту трубочку, лекарства. Ну вот видите, уже привыкла, да? Уже раньше она вот плакала, сейчас может уже. Диагноз установили московские врачи на 9-м месяце жизни Виталины. До этого девочка лежала в Национальном центре медицины под постоянной капельницей и искусственным дыханием, борясь за свою маленькую жизнь. Виталиночка у нас самый долгожданный наш ребенок. Она родилась на 35-й неделе недоношенной. Мы ее выхаживали в больнице. Мы в больнице лежали вообще 1,5 года с самого рождения, не выписывались ни разу. С самого рождения ребенок у нас сам не кушал, у него вот с рождения стоял зонд из носика, вот трубочка такая торчала. Я вот сцеживала молоко в течение полугода, кормила через этот зондик. Но она все равно не усваивала пищу, у нее постоянно рвоты фонтаном были, она очень мало весила, вообще худенькая была. Оказывается, причина была в том, что у нас клапан, который соединяет пищевод с желудком, он был у нас открытый. И вся еда, которую вот я ее кормила, все обратно вытекало, вот, все через рвотами, поэтому она не набирала. А потом мы поехали в Москву, и у нас это все обнаружили. И нам сделали искусственный клапан, зашили ей там желудок, и аспирации наши прошли. А получается то, что у нас в Якутске считали, что это инфекционная пневмония. И лечили как инфекционную, как ЦМВ инфекция, нам говорили. В Москве в детской клинической больнице имени Филатова Виталине были проведены 2 сложнейшие операции – гастростомия и фундупликация. С тех пор Виталина свое скромное питание получает через специальный зонд, который прикреплен к аппарату гастростома. Это искусственно созданное отверстие в передней брюшной стенке и желудке Виталины, через которое она может питаться. Другого варианта у девочки нет. Кушаем мы тоже неполноценное питание у нас. Она у нас весит 10 килограмм, как готовала ребенок, из-за того, что все готовим на воде, чтобы блендером все перемолоть и через шприц набрать, чтобы комочков не было. И все через трубочку и поступает в желудок. Непрерывный сон у нее где-то может длиться 4 часа, 5. А остальное время мы все время санируемся, она плачет, все время горькими слезами. У нее все воспаляется, мы постоянно у нас перевязки, обрабатываем. И для нее это тоже, конечно, стресс большой, она плачет. Но время от времени у нас вот все бывает, что все красное, все в крови. Все это время Тамара и Владимир Слепцовы обращались во все возможные инстанции, российские и зарубежные клиники, но получали только отказ. И вдруг у них появился шанс. Израильские врачи, просмотрев наши медицинские выписки, они нам сказали то, что они нам сделают полностью обследование на современной медицинской аппаратуре, начиная от носовых пазух, заканчивая до бронхов. Все и там обследуют досконально, выявят нашу патологию. И как найдут патологию, сразу прооперируют ее. И вот они, вот доктор Аридира, вот я лично с ним переписывалась, да, он говорит то, что из России детки приезжают, которые дома по 3-4 года вот страдают, мучаются. Туда приезжают, оказывается, диагноз совсем неправильный. За 3 дня их там излечивают, и они здоровые, счастливые, уезжают домой. Надеюсь, у нас так же все произойдет. Отоларинголог Аридиро готов обследовать Виталину и провести операцию. Сумма требуется большая – более 1 миллиона рублей. Мы на сегодняшний день уже собрали половину суммы. С помощью добрых людей, еще вчера был благотворительный аукцион, мы собрали на аукционе 315 тысяч рублей. На сегодняшний день необходимо где-то около 500 тысяч. Да, у нас были сроки в середине апреля, но мы не успели собрать сумму. Ну, сейчас будем переносить срок на месяц вперед. Надеюсь, сумму соберем и поедем на тебя. Все зависит от того, как мы соберем денег. С таким редким заболеванием, как бульбарный паралич, якутские врачи столкнулись впервые за всю историю. Виталина – уникум, который при этом очень хочет быть, как все дети. Не сидеть дома или посещать больницы, а ходить в садик, играть с детьми и кушать не через трубочку, а самостоятельно из ложки, и узнать, каким приятным на вкус может быть шоколад. Главное, чтобы Виталина моя выздоровела.
Мы об этом мечтаем, но мы в это верим. Я ни на секунду об этом не сомневалась. Я когда увидела ее такую маленькую крохотулечку, она при рождении была 900 с лишним. Такая маленькая была. Я вот ей сказала: Виталина, мы с тобой все преодолеем, мы все пройдем. Ты будешь у нас самая здоровая, веселая девочка. Поэтому мы ей даже имя такое дали, Виталина, со значением Вита. Это жизнь, жизненная. То, что она все выздоровеет, все пройдет в этой жизни, все трудности. Она вообще у нас молодец. В ее возрасте она столько прошла, то, что даже взрослый человек, ему очень будет такое все пережить сложно. Поэтому мы верим только в лучшее. Редакция ЯСИА надеется, что на просьбу семьи Слепцовых откликнутся добрые люди, и Виталина сможет выздороветь. Надежда Ефимова, Николай Необутов, Туяра Харитонова, ЯСИА.